Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биз турган дарек Ибраимова 181 деп аталат. Бул даректи 12-жылы Сыдыков Артур деген жигит 49 жылга арендага алат. Башкача айтканда бул жерде баягындай өзүбүздүн шаардын жаштарын, мектеп окуучуларын футболго үйрөтүү боюнча, машыктыруу боюнча ушундай баягындай өздөрүнүн иш-чараларын жүргүзүп келет экен. Бирок бүгүнкү күндө ошол 49 жылга берилген аренданы жок кылуу үчүн кандайдыр бир күчтөр сотко берип, бул аренда келишимин жокко чыгарууга аракет кылып атышыптыр. Ушул боюнча маалыматты юрист эжекебиз Галия Конокбаева өзү кененирээк айтып берсе, бул эжекебиз кыргызча жакшы билбегендигине байланыштуу орусча айтып берсем деп атат да. Анда эмесе сөздүн кезеги сизде. Добрый вечер. Ну, в силу того, что судебные разбирательства проходят на русском языке, скажем так, на официальном, поэтому я буду пояснять все на официальном языке, на русском. В 2012 году на основании постановления мэрии товариществу собственников жилья, ТСЖ, буду говорить, ТСЖ «Горный ручей», был выделен земельный участок на праве долевой частной собственности, земельный участок Горному ручью. Далее протоколом собрания, на котором присутствовали практически около 100 человек, единогласно было решено выбрать Сыдыкова Артура Дигитовича, доверенным лицом которого я являюсь. Значит, протоколом предоставили право и даже обязали, чтобы на ТСЖ «Горный ручей» он оформил все правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы. Что он и сделал. То есть по протоколу и по собранию жильцов было решено, что Сыдыков Артур Дигитович после оформления документов на ТСЖ будет арендатором части земельного участка. То есть после того, как прошли регистрация государственного акта, регистрация правоустанавливающего документа на ТСЖ «Горный ручей», этим же протоколом собрания жильцов в аренду отдают этот земельный участок. Далее были проплачены обговоренная сумма миллион, где была она выплачена в 2 траншах по 500 тысяч. То есть со стороны арендодателя и арендатора договорные обязательства, которые были оформлены в 2012 году, они пришли как бы к своему логическому концу. Но однако на сегодняшний день ТСЖ «Горный ручей» решил так, что он не знал про эти правоустанавливающие документы, он не знал, что Сыдыков оформляет все через госрегистр. И как бы в силу этого подает иск Межрайонный суд города Бишкек о признании правоустанавливающих правоудостоверяющих документов недействительными. Но прежде есть предыстория. Дело все в том, что когда в свое время здесь заведовал все ОАО «Эльбирс», эти судебные разбирательства уже закончились. Основной госакт, выданный госрегистром на Эльбирс, признан недействительным. Сейчас оспариваются последующие договора купли-продажи на 5-6 участков. До этих процессов Горный ручей вместе с Сыдыковым были, мягко сказать, на одной стороне. Они были ответчиками, потому что были иски о сносе, о демонтаже, о том, что участок принадлежит не им и так далее. То есть Горный ручей был как бы на одной стороне с Сыдыковым. Однако уже в 2020 году, с какого, я не знаю, в силу каких причин, Горный ручей начал уже свою деятельность против своего арендатора. То есть в 2020 году они обращаются в ГИТБ по Свердловскому району. На сегодняшний день это называется ГАСК, да? Государственное агентство. И обратившись в ГАСК, ГИТБ как бы инициирует иск в суд. Подали
2 года были судебные разбирательства. В течение этих судебных разбирательств 3 раза судом объявлялись выезды на место. И имеются 2-3 акта, которые говорят, что вот на заднем плане у меня находится футбольное поле, крытое футбольное поле, которое по актам комиссий определено как строение, легкое строение. То есть фундамента под этим футбольным полем не имеется. Проверялись другие строения, то есть это администраторская и намазхана. Вы знаете, я уже не знаю, как обращаться, да? Дело в том, что мы сегодня все время во исполнении указов, 5 указов президента Кыргызской республики, это было в 2021 году, один из них, который говорит о подъеме культурно-оздоровительного развития, да, молодежи. То есть нужно, как говорил президент, нужно строить побольше спортивных комплексов, где будет развиваться молодежь. Но, однако, видимо, населению, некоторым определенному кругу лиц это не нужно, имеет свой алчный интерес, и решили, что здесь футбольное поле не нужно, так как бы нет необходимости. То есть вопрос стоит, крытое оно или не крытое. И вот сейчас мне возмущает тот факт, что решением первой инстанции было вынесено удовлетворительное решение, иск ГАСК удовлетворили и решили снести, обязали Садыкова снести это футбольное поле и другие строения, которые, я еще раз повторю, они из легкой конструкции. Вторая инстанция, куда была подана мною апелляционная жалоба, Бишкекский городской суд, судебная коллегия Бишкекского городского суда, отменила это решение и вынесла новое. То есть это было настолько законное, обоснованное и мотивированное решение, что там четко, ссылаясь на нормы права, ссылаясь на те материалы дела, которые находятся в этом административном деле, да, было вынесено законное решение. Сейчас там четко было указано, что сегодня футбольное поле не является капитальным строительством. Строение второе, как намазхана, не является капитальным строительством, поэтому было отменено решение первой инстанции. Значит, была подана кассационная жалоба, и 17 мая судебная коллегия Верховного суда, конечно, шокирует этот судебный акт. Он отменяет решение второй инстанции, апелляционной инстанции, и оставляет в силе решение первой инстанции. Я, конечно, понимаю, сегодня постановление, любой судебный акт Верховного суда обжалованию не подлежит. То есть я полагаю, что, как и мнение моего доверителя и многих лиц, настолько Верховный суд сделал исключительную меру, то есть он получилось так, что он лишил возможности человека, который исполняет указы президента, который имеет большое желание, чтобы молодежь росла в нормальном русле, да? Они сейчас просто лишают возможности это делать. И мы сейчас, естественно, после постановления Верховного суда остались как бы в таком положении, что сейчас ничего сделать не можем. Но, однако, конечно, сейчас ведет большая работа по восстановлению этого права. При этом я хотела бы обратить внимание, что сегодня любой человек, он обязательно надеется на Верховный суд. Вот я, насколько практик, все надеются на Верховный суд. Но судебная коллегия Верховного суда решила так сделать. Мы еще решение не получили, мотивированное. Получить должны буквально завтра-послезавтра. Мы его, естественно, изучим, дадим свою оценку и будем продолжать деятельность по оспариванию, скажем так. Это уже будет или вновь открыться, или по новым обстоятельствам, это уже мы посмотрим, да, дадим анализ этому. Я бы хотела сказать и обратить внимание, что сегодня еще один процесс идет. Межрайонный суд города Бишкек обратился к ГАСК, я уже прежде говорила об этом, по заявлению жителей ТСЖ «Горный ручей». О чем они говорят? Им отказали по срокам, то есть
ТСЖ «Горный ручей», как истец, не смог восстановить срок. Почему? Потому что правоустанавливающие документы и правоустанавливающие документы – это договор аренды, это удостоверение временного пользования на 49 лет. Оно было выдано в 13-12 годах, и сейчас срок был пропущен. То есть представитель ТСЖ «Горный ручей» не смог предоставить в виде доказательной базы суду, каким образом его нарушено право и почему он об этом праве узнал якобы сегодня. Мною были предоставлены в судебное заседание документы. В первую очередь это протокол общего собрания ТСЖ «Горный ручей», где, еще раз повторюсь, около 100 с лишним человек подписались под тем, что действительно будет арендатор Сыдыков, действительно будет сооружение в виде спортивного комплекса, открытое оно будет или открытое будет, нигде ни в каком документе не обозначивалось. На сегодняшний день ТСЖ «Горный ручей» говорит о том, что вы знаете, я другого слова никак не смогу найти, как лицемерие. У нас есть факты, о котором мы говорим, показываем все необходимые документы, но сегодня ТСЖ «Горный ручей», который чуть ли не с 2014 года стоит на стороне арендатора, к сегодняшнему дню, к 2023 году, к 2022 году, говорит о том, что они первый раз знают о появлении вот этих документов. Да? Вот сегодня договор аренды, временное удостоверение. Я считаю, что это... У вас временное удостоверение вот это выдано, да? Когда это? В 2012 году, да? Да, в 2013 году. В 2013 году было выдано, регистрацию прошел как документ. И я хотела бы обратить внимание, что это удостоверение было выдано на условиях аренды Сыдыкову Артуру Адигитовичу для строительства здания, сооружения, коммуникаций, предназначенных для здоровья и спорта. Оно не предназначено для строительства сауны, для строительства какого-то торгового центра и так далее. Для строительства спортивных... Для здоровья и спорта. То есть это что говорит? Это катки, это футбольные поля, это теннисные... они так называют, да, для тенниса. То есть это все для спорта, это для молодежи. Но при этом сейчас вопрос не стоит для чего. Вопрос стоит, почему? Почему дали? И почему он выстроил вот именно вот это сооружение? Да потому что целевое назначение этой земли, целевое назначение, он его не нарушал. Сыдыков аренду платит до сих пор, арендную плату. Сегодня вот до сих пор, вот сейчас вот дети, молодежь играются в футбол, чему мы должны радоваться, он не нарушил ничьи права. Но тем не менее Горный ручей решил таким образом, то есть создавая необоснованные иски, создает ситуацию, чтобы сейчас лишить вообще права моего доверителя быть арендатором, быть тем человеком, который поднимает уровень молодежи. Аннулировать договора, который назначен на 49 лет. Совершенно верно. Договор аренды 2012 года и удостоверение на праве временного пользования 2013 года. Может быть, у них какие-нибудь интересы есть? Может быть, здесь построить, сейчас как раз вот золотой квадрат, да? И тут, если построить жилые дома, они много тысячные этого, как миллионы, может быть, вы знаете, дома, которые $1 000 000, например. Да, я сейчас скажу. Дело в том, что вот при этой сегодняшней истории есть предыстория. Предыстория, потому что эта земля ранее якобы принадлежала ОАО «Эльбирс». То есть, вот когда с Эльбирсом воевали, скажем так, я другого слова не нахожу, ТСЖ был на стороне арендатора. То есть, каким образом, какой интерес, это только у них сейчас в голове. Что происходит у них там, я не знаю. Но, тем не менее, Горный ручей решил, что сегодня Сыдыков использует эту землю не по назначению. То есть, целевое назначение нарушено. Какое будет дальнейшее? Снос будет, уберутся все эти здания, скажем так, и сооружения. Что будет дальше, если честно, я не знаю. Но я одно только знаю, что сейчас... определенный круг лиц, это Эльбирс, это гражданка Долбыш, это Айдаровы и так далее, которые здесь находятся,
на праве собственности земельные участки есть, то есть они сейчас собрались в один круг и любыми путями причем, я не знаю, как вы распознаете это слово, любыми путями собираются исключить, ну, скажем, там из арендаторов Садыкова, моего доверителя. Все делается возможное. Я просто почему говорю, сегодня встает вопрос. Их не интересует, что тут это молодежь играет в футбол или какими-то спортивными занятиями занимается или нет. Да, ТСЖ Горный ручей в зале судебного заседания, да, в судебных процессах говорит о том, что даже при договоренности о том, что в один из дней будут здесь играть дети, это настолько ну, некрасиво, я скажу так, что в субботу-воскресенье здесь у меня имеется список, и именно по списку здесь, там около 40 детей здесь играют в футбол. В субботу-воскресенье. Вот он список, я могу показать, ну, правда, уже, наверное, не видно будет, но тем не менее, вот он список. Он меняется, он каждый раз меняется, обновляется, но дети практически несколько лет одни и те же. И вот даже сейчас слышим, как дети играют в футбол. Я сейчас про постановление Верховного суда ничего не могу сказать. Я считаю, что оно не обосновано, оно незаконно. Что там уже укажет в этом судебном акте, мы уже будем анализировать, давать оценку только после того, как его получим. Мы получить должны его сегодня-завтра. Далее хотелось бы сказать о том, что у нас сегодня легализацию права никто не отменял. Человек получает, если участок на праве частной собственности, да, под строительство индивидуально жилого дома, то тогда ему дается возможность строиться. То есть сегодня времянку поставить, завтра большой дом построить и так далее. Также Садыков, легализуя свое право, он в 2014 году, вот я вам покажу, в 2014 году он обращается в Бишкек главархитектуру, то есть это сразу после того, как он зарегистрировал свое право. Обращается и получает заключение, архитектурно-техническое заключение. Такое же заключение он получил в 2020 году. Да, вопрос будет мне сейчас задан, и сразу, может быть, и зрители скажут, а что делал вперед. С 2012 года были судебные процессы. То есть это было препятствием, учинением препятствием, чтобы Садыков ну, как бы с нормальными возможностями до конца оформил документы. Но этого возможности не было. Тем не менее, в 2020 году он обращается опять в Бишкек главархитектуры и получает уже АПУ. Сегодня опять мне могут уже зрители задать вопрос, что АПУ это не просто научный документ. Я соглашусь, я не спорю с этим, но это же говорит о том, что человек идет на то, чтобы реализовать свое право как арендатора. Что он и делает. То есть на сегодняшний день в Бишкек главархитектуры получено письмо, что у вас есть наличие судебных разбирательств, и мы вам не выдадим. Нам сейчас до сих пор не выдают. Почему? Но я не могу понять, почему мы не можем сослаться на норму закона, той же Бишкек главархитектуры, где есть запрет, наличие судебных процессов не дает возможности какому-либо гражданину или юридическому лицу получить разрешительные документы на тот или иной объект. Ну, нет такого закона. Тем более сейчас, конечно, сейчас уже судебное решение вынесено, обжалованию не подлежит, но тем не менее у нас еще есть возможность. Мы намерены, мы сейчас будем работать до конца, и все-таки будут официальные документы, будет это независимая экспертиза, будет ли это государственная экспертиза, мы готовы на все, чтобы действительно определить, что это футбольное поле не является капитальным строительством. Оно не является. И просто возмущает тот факт, что в материалах дела имеется 3-4 акта про данный нюанс, но суды не дали этому оценку. Если даже не дали, ну просто решили не обращать на это внимания. Если честно, это проблема. Это проблема судов, которые не могут изучить в полном объеме судебный материал. Вот и все. Так. Да. Сизге рахмат, Галия Хунукбаевна. Чындыгында бұл жерде президенті өзі тілі футболға қызығып, керек болса футбол федерациясының президентін бұл жаққа шақырып, что бізде Қырғызстанда келешекте мықты футбол командалары шығады деп өзі мынандай мотивация беріп жатады да.
Тем более мына жерде азыр жаштар мына жерде көрүп жатабыз, футбол ойноп аябай күн сайын мына жерде эртеден кечке чейин футбол ойношот да. Ким билет, мүмкүн ушул жерден мыкты Кыргызстандын мыкты спортчулары, чемпиондору чыгат деп футбол боюнчачы. Ошого эме бул ТСЖнын интересине караганда биздин мына жаштардын футбол ойноо кызыкчылыгы көбүрөөк артыраак деп ойлойм да мен. Бул жагындагы биздин сот бийлиги туура чечип чыгарып берет деген ойдобуз эми. Чечип чыгарып берсин ушундай. Эжеке, сизге рахмат. Ушул эми Я хотела бы обратить внимание, и у нас буквально 7 июня в 2 часа или в 2:30 будет судебное разбирательство по апелляционной жалобе ТСЖ Горнуручей в Бишкекском городском суде. Я бы хотела официально обратиться в судебные органы, чтобы скрупулезно подошли к этому вопросу, дали свою правовую юридическую оценку и в правильном русле действительно решили судьбу того объекта, который приносит населению, молодежи, я уже не знаю, как населению страны, только позитив и только положительные результаты. Спасибо вам большое.